Здравствуйте, дети! Сегодня русский язык, третий класс, 42 урок. Проверь себя. Первое упражнение. Прочитай текст, о каком батыре в нем говорится, как его называют в народе. Жике Батыр. Об этом батыре рассказ был таков. В родные края не пустил он врагов. Упал он, лег неприступной горой, и спящим остался на весике герой. Огромной горою батыр тут стоит, глаза он закрыл, словно тайну хранит. Зовется гора, это спящий батыр, посмотришь и вправду как будто спит. Кто спит? Рассказ, здесь стихотворение о Жике Батыре, его называют «Спящий Батыр», да? Определи жанр сказка, стихотворение, рассказ. Это стихотворение. Выбери пословицу, которая отражает основную мысль стихотворения Жике Батыр. Батыра пуля не берет, главное в жизни Батыра служит отчизне. Смелость двигает горы. Это второе. Главное в жизни батыра служит отчизне. Дальше у нас второе упражнение. Ребята, подписывайтесь на мой канал. На моем канале есть русский язык, казахский язык, математика и әдебиеттік оқу. Определи, по какому признаку объединены слова. Как они называются, задай к ним вопрос. Упал, остался, закрыл. Что сделал? Слова действия обозначают завершенность действия. Стоит, хранит, спит. Это что делает? Слова действия обозначают незавершенность действия. Дальше третье упражнение. Напиши в тетради правильные слова подсказки. Одним, одного. Много врагов было у одного батыра, но он смог их победить. Вторая. На жайлау установили одну белую юрту. Третье. Даже с одним беркутом можно охотиться на крупных животных. Четвертое упражнение. Послушай сказку Хайрата Жанабаева. Какие животные вели спор? В чем они спорили? Кто оказался сильнее всех? Кто сильнее? Тигр, щука и беркут вели спор. Кто из них сильнее? Бұл жерде барыс, балық және бүркіт, яғни бүркіт бұлар өзара келісімге келе алмай қалады, иә? Кім мықты екенін. Сөйтіп айтады. Попросили солнце помочь. Күнге көмектес деп айтады, иә? Меня все звери боятся, сказал тигр. Айтады, менен барлық аңдар қорқады деп барыс айтады, иә? Меня все рыбы боятся, сказала щука. Яғни менен барлық балықтар қорқады деп айтады, иә? Меня все птицы боятся, сказал беркут. Бүркіт айтады, менен барлық құстар қорқады дейді. Послушала их солнце и говорит, вы все сильные. Яғни күн тұрып айтады, сендер барлықтар мықтысыңдар. Но есть среди вас и самый сильный, и самый скромный, и самый трудолюбивый, и самый полезный. Бірақ іштеріңде ең мықты, ең өте еңбекқор, ең өте пайдалы сондай бар дейді. Он и лес очищает, и своей семье думает дейді. Ол орманды тазалайды және өз отбасын ойлайды. И увидели тогда тигр, щука и беркут, что самый сильный маленький черный муравей. Сонда барлығы бүркіт те, балық та, барыс та көреді, ең мықтысы кішкентай қара құмырсқа екен. Он, не слыша спора, нес домой палочку. Яғни ол ешкіммен бәстеспей, ешкіммен қырылмай, яғни үйіне өзінің таяғын алып бара жатты. Теперь, какие животные вели спор? Спор вели тигр, щука и беркут. О чем они спорили? Они спорили о том, кто из них сильнее. Кто оказался сильнее всех? Сильнее всех оказался маленький черный муравей. Ең мықтысы бұл жердегі кішкентай қара құмырсқа. Пятое упражнение.
Рассмотри картинки, назови, кто лишний, объясни почему. На картинке тигр, барс, щука, беркут, муравей. Лишний муравей, потому что он самый сильный, самый скромный, самый трудолюбивый, самый полезный. Он лес очищает и о своей семье думает. Дальше последнее, шестое, седьмое упражнение. Шестое упражнение. Подумай и составь вопросы сказки. Кто сильнее? Задай их одноклассникам. Послушай ответы. Кто оказался сильнее всех? Муравей. Почему он оказался самым сильным? Потому что он и лес очищает, и о своей семье думает. Что он нес домой? Он нес домой палочку. Следующий, седьмое упражнение, последнее упражнение. Правильно подбери предлоги. Идти куда? На. Идти куда? В аул, в горы, в школу, на улицу, на экскурсию. Ходить где? На улице, на экскурсии, в ауле, в горах, в школе. Все, урок окончен. До свидания. Спасибо за внимание.